Клиентов Сбербанка обокрали, присылая СМС-сообщения. Аферисты называли подлинные фамилии банковских служащих и владели клиентской базой данных. Цены на квартиры могут увеличиться на 30%. Готов ли рынок новостроек в Якутии к переходу на проектное финансирование в работе с эскроу-счетами? Родители штурмуют школы в Алданском районе. Начинается запись детей в первые классы. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Стартовали заседания рабочих групп по формированию социального раздела национальной программы развития Дальнего Востока. В группу вошли представители 11 дальневосточных регионов. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, главная цель, которую они ставят перед собой – прекратить миграционный отток населения с Дальнего Востока и обеспечить прирост населения. Это, безусловно, требует принятия принципиально новых кардинальных мер по улучшению качества жизни в макрорегионе, устранению причин, по которым люди уезжают. Представители регионов озвучили ключевые вопросы, среди которых введение категорирования по льготным авиаперелетам. Также очень много прозвучало предложений по медицине и другим темам. Конкурс президентских грантов в сфере развития гражданского общества начнется 1 февраля. Заявки на участие в первом конкурсе этого года будут принимать с 1 февраля по 15 марта, во втором с 10 июня по 31 июля. Кроме того, в конце 2019 года фонд президентских грантов начнет принимать заявки на первый конкурс 2020 года. В организации также уточнили, что на президентские гранты в 2019, 2020 и 2021 годах планируется направлять по 8 миллиардов рублей. Клиентов Сбербанка обокрали, присылая СМС. Масштабную аферу организовали мошенники. Они звонили или присылали сообщения с банковских номеров, представлялись сотрудниками и сообщали вкладчикам о попытке якобы мошеннических действий и советовали перезвонить и сообщить данные своей карты. При этом аферисты называли подлинные фамилии банковских служащих и, что самое главное, владели клиентской базой данных, не только знали номера телефонов, но и обращались к абонентам по имени и отчеству. А входящие звонки определялись как номера Сбербанка. Также они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних транзакциях. В Сбербанке посоветовали клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, а также СМС-коды и одноразовые пароли. Если звонящий представился сотрудником банка и просит клиента сообщить эту информацию или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка. Готов ли рынок новостроек в Якутии к переходу на проектное финансирование и работу по эскорт-счетам? Эти вопросы обсудили на встрече с представителями Минстроя, банков и строительных компаний. Напомню, что с 1 июля 2019 года все проекты долевого строительства должны осуществляться с привлечением новой системы финансирования. По оценке самих застройщиков, цены на квадратный метр увеличатся до 30%, а мелкие строительные компании вообще уйдут с рынка. А с эскроу-счетами будут работать только уполномоченные банки. Таких в Якутии только 4. Вопрос, даст ли банк этот кредит, потому что обязанности у банка дать его нету. Есть обязанность у застройщика работать строго по счетам эскроу. И, конечно, есть опасения, что дом останется без кредитного финансирования. Надеемся, что такого не случится. Мы, конечно, с банками работаем, плотно работаем, но, тем не менее, опасения такие есть, и эти опасения реальны. Новые автономные пожарные извещатели установили в Мирнинском районе. Если раньше при обнаружении дыма датчик издавал звуковую сигнализацию, то новая модель оповещает пожарную службу, подавая сигнал на телефон с указанием адреса. При поступлении тревожного сигнала диспетчер связывается с хозяином жилья и одновременно вызывает пожарный расчет. Также автономные извещатели установили во всех социально значимых объектах района. Всем известно, что доля деревянного жилого фонда достаточно большая, сохраняется. И в том числе, происходит очень много резонансных больших пожаров в частных деревянных домах, при которых, к сожалению, гибнут люди. Также у нас, работа проводилась и в селе Сельдюкар, поскольку, естественно, там полностью же жилой деревянный фонд, пожарной охраны там нет подразделений, там существует добровольная пожарная команда. Учащихся 9 классов допустят к обязательному государственному экзамену только после успешной сдачи итогового собеседования. 13 февраля все девятиклассники впервые будут проходить устные испытания. Итоговое собеседование по русскому языку состоит из 4 заданий. Чтение текста, пересказ текста с использованием дополнительной информации, монолог и диалог с экзаменатором. Для их выполнения дается 15 минут.
Итоговое собеседование оценивается зачет, не зачет. То есть всего 2 отметки: сдал и не сдал. Для тех детей, которые не смогут сдать в первый срок определенный, это 13 февраля, есть дополнительные сроки. Это 13 марта и 6 мая. Туда будут допускаться те дети, которые по тем или иным причинам не смогли подойти в первый день итогового собеседования, либо же не смогли пройти итоговое собеседование с первого раза. Родители будущих первоклашек начинают брать школы штурмом. Запись в первые классы начинается. В Алданском районе в сентябре впервые сядут за парты свыше 500 мальчишек и девчонок. Большинство родителей с подачей документов предпочитают не затягивать. Тему продолжит Татьяна Вахнина. В подготовительной группе детского сада «Колобок» скучно не бывает. Ребята всегда найдут во что поиграть и чем развлечься. Альтернатива шумным играм – забавы интеллектуальные. Осенью мальчишки и девчонки пойдут в школу, и подготовка ведется серьезно. Готово, занимаемся, учимся считать, писать. Помимо развития памяти, мышления и логики, в начале календарного года у родителей появляются заботы иные. Им необходимо собрать пакет документов для подачи заявления на зачисление чада в первый класс. Правила приема в школы большинство родителей знают и с подачей документов предпочитают не затягивать. Мы уже сдали заявление, но немножечко у нас получилась проблема в том, что, оказывается, надо было еще справку с места жительства. Раньше брали другую форму, а сейчас совсем другую. В принципе, мы готовы, мы умеем читать. В первые дни, как обычно, надо делать раньше, иначе потом место, другие школы искать лучше заранее. При зачислении в школу действует ряд правил. Одно из них заключается в закреплении за каждой школой определенных микрорайонов. До 1 июля классы будут формироваться по территориальному принципу. Определено территориальное закрепление за каждым образовательным учреждением. И до 1 февраля текущего года все школы должны начать отбор, прием детей в первые классы. В алданских школах в феврале ажиотажа, как правило, не наблюдается. Мест хватает всем. В этом году ситуация обещает быть чуть более напряженной. Выпуски детских садов многочисленны, и набор в школы будет масштабным. У нас в этом году очень много деток в подготовительных группах. Прямо я вам хочу сказать, детский сад «Колобок» 34 ребенка. И вообще во всех группах города Алдан, детских садах, по 30 человек. Поэтому я не думаю, что будет проблема набора в первые классы. Лишь бы хватило первых классов. В сентябре на свой первый урок придут свыше 500 маленьких алданцев. Наполняемость каждого класса должна быть не менее 25 человек. Нехватки учеников сотрудники департамента образования не опасаются. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Скрытая камера запечатлела игры детенышей амурского тигра в Приморье. Записывающее устройство специалисты установили на вершине холма в Хасанском районе региона на границе с Китаем и КНДР. И главная ценность этих кадров в том, что тигры понятия не имеют, что их снимают, и, следовательно, ведут себя естественно. В дикой природе сейчас проживает всего порядка 500 амурских тигров, поэтому они занесены как в международную, так и российскую красные книги. Впрочем, эти котята пока еще никогда не уходили от мамы и не знают об опасностях, которые готовит им окружающий мир. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами.